Явка избирателей на выборах 2016 года оказалась очень низкой. Многие эксперты считают это одним из объяснений того, что большинство социологических опросов оказались неверными, предсказывая победу Хиллари Клинтон. В целом по стране Клинтон действительно получила примерно на 800 тысяч голосов больше. Но по действующей в США системе Дональд Трамп опередил соперницу по голосам выборщиков – 290 против 232. Авторы опросов вынуждены еще до выборов постараться предсказать результат не только среди населения в целом, но и в отдельных группах, разделенных по расовому, этническому, гендерному, возрастному, образовательному и прочим признакам. Таких категорий оказалось достаточно много, чтобы повлиять на результаты опросов, считает Кортни Кеннеди из исследовательского центра Pew Research. Одна из причин могла заключаться в том, что в американской статистике называется систематический безответный сдвиг. В этот разряд были занесены такие люди, которые по своему социальному положению попадали в категорию сторонников Трампа. Но на этот раз, в этом году, они решили не участвовать в опросах, и в итоге получилось, что их мнение оказалось не отражено в данных ведущих компаний. Более того, многие сторонники Дональда Трампа могли не признаться в ходе опроса в своем выборе. В ходе предвыборной кампании им даже придумали прозвище «застенчивые трамписты». Поскольку Трамп не всегда вел себя корректно, часть избирателей республиканцев стеснялась открыто признаться, что им нравится Дональд. Сами представители статистической индустрии указывают и на то, что методология проведения опросов сильно отличается от штата к штату и от фирмы к фирме. Спектр методов сегодня многообразен как никогда и простирается от традиционных телефонных звонков на дом до высокотехнологичных компьютерных моделей. Существует традиционный опрос по телефону. Добавок к нему используется метод контактов с избирателями путем спонтанного набора номеров компьютерной программой. Используются также местные списки зарегистрированных избирателей, ну и, конечно, контакты в интернете. Опрос в интернете проводится со все большим числом респондентов. Причем с избирателями контактируют как в режиме онлайн, так и через обычную почту. В разработке моделей авторы опросов во многом ориентировались на данные прошлых выборов 2012 и 2008 годов. Но ход нынешней кампании нарушил многие стереотипы. В наши дни социологическая наука напоминает операции на фондовой бирже. Брокеры вырабатывают инвестиционные принципы на основе прежних показателей, но нет никакой гарантии того, что в будущем они будут повторяться по той же схеме. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Вашингтон.